Настоящая страсть к игре. Любители интеллектуальных баталий, ценители стратегии и тактики. За победу здесь соревнуются более 50 шахматистов в разных возрастных категориях. Юный, но уже опытный Амир Аушев. В этой игре он оттачивает свое мастерство уже 3 года. За это время успел принять участие во многих турнирах, но допущенную ошибку в Махачкале забыть не может до сих пор. В Махачкале, когда у нас был командный турнир, я играл с одним чемпионом СКФО. У меня была выиграна позиция, но из-за того, что из-за волнения я продолжил ничью, не сделал ничью. Но я понял, что я мог там выиграть и зря продолжил ничью. У каждого из ребят есть свои кумиры, гроссмейстеры, вдохновляющие их на новые победы. Всеобщим любимчиком можно смело назвать Магнуса Карлсена. В 12 лет он стал международным мастером, а уже через год гроссмейстером, высшее звание шахматного мастера. Норвежский шахматист первым в истории стал триединым чемпионом мира по классическим шахматам. Именно это и заинтересовало в этом виде спорта Алию Албагачиеву. В шахматное искусство она подалась 4 года назад. На ее счету уже немало побед. Я участвовала в королевском гамбите, в дебюте, он находился в Сочи. Были другие турниры разные. Мне удавалось в республиканском турнире победить. За успехами в карьере Магнуса Карлсена следит и Халид Келлигов. Именно из-за его манеры игры мальчику и нравятся шахматы. Так он смог составить для себя рецепт успеха. Не волноваться и усердно работать. Следовать этому у него получается легко. Не зря тренер в ответ на вопрос, кто здесь самые лучшие игроки, не задумываясь, первым назвал именно Халида. О таланте мальчика свидетельствуют и турниры, в которых он участвовал. Просто так, как любительский играл. Ну а потом уже начал выступать на турнирах профессионально. Я участвовал на СКФО, на этапе Кубка России, на чемпионате России, участвовал на Moscow Open. Таких турниров в республике должно быть намного больше, отмечают тренеры. В соседних регионах уровень шахматной игры в разы выше. Чтобы выйти на такой уровень на тех республик, которых я назвал, нам нужно детским шахматам в плане проведения детских турниров гораздо больше уделять внимания, И вот в этом плане я бы хотел отметить, что администрация стадиона, несмотря на то, что это далеко не республиканский уровень, у нас на стадионе эта работа поставлена хорошо. Дебют, Миттельшпиль и Эндшпиль – 3 этапа шахматной партии. Величайшие комбинации, превосходные жертв. Фигуры выстраиваются на поле боя лицом к лицу. Силы сторон перед сражением абсолютно равны. Результат битвы зависит только от таланта и знаний игрока. Первый ход в шахматной игре всегда делают белые. Побеждает тот, кто смог набрать больше очков. У турнира сегодня особенная цель. Цель такая, что приобретение у ребят навыков дополнительных. Потому что одно дело постоянно заниматься у себя в школе, отрабатывать партию за партией, другое дело чувствовать себя уверенно, спокойно в условиях соревновательных. Вот чтобы этого известного мандража не было соревновательного, с тем, чтобы ребенок, попав на серьезное статусное соревнование, коим является первенство республики по шахматам, почувствовал себя более уверенно. В этом турнире призы не просто кубки и медали. Победители получат наборы со школьными принадлежностями. Это будет очень кстати, учитывая, что учебный год стартует совсем скоро. Такие подарки стимулируют учиться лучше, а шахматный – прекрасный инструмент для развития логики, концентрации и стратегического мышления, которые так необходимы в учебе. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.